Поначалу я начинал рисовать мультфильмы, когда уже более сознательный возраст наступил. Я начал увлекаться портретами. Когда мне было 12 лет, я узнал, что у нас в поселке есть кружок для рисования. Решил сходить, там была своя атмосфера, более творческая. И рисовать там было одно удовольствие. Моим первым преподавателем по изобразительному искусству была Венера Рустемовна. Первый раз рисовал гуашью, это были натюрморты. Но она понимала, что я больше преклонен рисовать портреты и как бы больше обучала рисовать именно их. Когда я закончил школу, у меня в мыслях было поступить на архитектора. Тогда был вступительный экзамен, это портрет и композиция, состоящая из кубов, шаров. Портрет я нарисовал отлично, но композиция немного получилась не так, как надо. В итоге я поступил на инженера-строителя на факультет теплогазоснабжения и вентиляции. Проучился я там 4 года. В течение этих 4 лет я как-то не связывал свою жизнь с изобразительным искусством, больше решил акцентировать свое внимание на учебе. Спустя несколько лет, это было 3 года, я успел отслужить в армии. Затем, когда первый раз объявили карантин, все было закрыто, сидеть надо было дома. Я вспомнил, что я как бы еще умею рисовать. После долгого периода застоя я нарисовал портрет своей мамы. И после этого я каждый день старался рисовать. Сначала это были маленькие зарисовки, небольшие. Но уже спустя много времени я уже начал переходить на большие форматы. Я выбираю исходник для своих работ очень тщательно, долго. В основном это может даже превышать сам процесс работы. Я больше обращаю внимание не на ее внешность, а на то, какие эмоции она выражает на этой фотографии. В основном это эмоции, которые близки для меня, которые я могу себя ассоциировать с этой работой. Мне нравится, когда в моих картинах есть какая-то жизнь, некая динамика. Она оживляет эту работу, чтобы зритель смог додумывать, как произошел этот кадр. Что было до, что было после него, и в своей голове представить сюжет. Настроение очень влияет на мои работы, веселье, уют, теплоту родительскую. То я изображаю детей, в основном они красочные, веселые. События, которые тоже влияют на меня, больше сопереживательные, то это могут быть портреты стариков. В основном у меня передают грусть, беспокойность. Передать схожесть внешности человека – это половина дела в моих работах. Более важная половина процесса это занимает передать живость этой самой работы. Свои работы я пишу очень долго. Это занимает не один день, это может занимать и месяца. Это очень кропотливая работа. Я больше стараюсь акцентировать свое внимание на деталях. До тех пор, пока сам не поверю в искренность изображения на этой работе. А за счет этой игры теней достигается реалистичность. Мне подарили на день рождения пастельные карандаши, цветные мелки. Именно с этого момента я как-то больше начал увлекаться цветом. Да, было немного поначалу тяжеловато, так как у меня глаз привык к черно-белому. С дальнейшим опытом оно стало все более качественнее. И в один момент мне как-то захотелось писать картины именно маслом. Долго сохнет, и с ним удобнее работать. Следующий слой, который я наношу на эту работу, она больше скрепляется с предыдущим слоем. И я рисую больше лессировками. За счет этого я могу высветлять, высоте менять. Работа становится более плавной, более объемной.
затрагиваю в своих работах тему крымско-татарской истории, а именно это депортация крымско-татарского народа. Важной задачей в своей работе было передать всю боль, всю горечь. Меня вдохновил фильм Ахтема Сетаблаева «Хайтарма». Финальные кадры фильма закрепились в моей голове, и образ матери, держащего своего ребенка во время депортации, рожденного в вагоне, произвел на меня неизгладимое впечатление. Задачей было передать ту боль, которую испытывали люди в то время. И так, чтобы сам зритель смог прочувствовать эту боль. В данный момент я работаю над портретом своей бабушки. В этой работе я стараюсь избегать темные тона именно на лице, а стараюсь использовать более светлые. Мне хочется передать именно ту чистоту, так как она молится за нас, за нашу Родину, чтобы наше поколение не увидело тех событий, которые пережили наши предки. Я родился в селе Бурнаш, это село Уваровка Нижегородского района. Но уже когда закончил учебу в школе, я переехал в Симферополь, учился, сейчас работаю. Но тем не менее стараюсь чаще приезжать домой, прочувствовать этот домашний уют. Любовь к родине начинается с семьи. Близкие люди направили меня на этот путь. На протяжении всего моего пути они являются моей главной поддержкой, источником моего вдохновения. Конечно же, родные места, где я провел свое детство, они больше вдохновляют. Вообще, как крымский татарин, я люблю весь Крым, его горы, крымские пейзажи. Но родные степи, они греют больше душу, я чувствую некий простор.